3 июля 2018 года уже окрестили черным вторником для Якутского банка «Татта» и его вкладчиков. Организация приостановила все операции, клиенты начали получать сообщения через мессенджеры о сбоях в работе банка. Тут же прошел и слух о банкротстве «Татты». Многие незамедлительно приехали в отделение, чтобы развеять или подтвердить опасения. Да, разговоры разные ходят, то, что там что-то руководство уволилось, там что-то еще. В основном все ждут, пока в Москве утро наступит, видимо, там оттуда каких-то новостей. Вот. Пока позволили людям заполнять чековые книжки, там что-то по 30 тысяч в чеке. Нам это не поможет. Мы по сарафанному радио узнаем, что, извините, с банком что-то произошло, и стихийные очереди такие возникают. У меня почти у всех знакомых предпринимателей здесь счета. Я, насколько знаю, там хорошие суммы лежат. Это, по 1000, наверное, человек, да? Все мое ИП на этом счете. Поэтому, конечно, это не очень хорошо для меня, как для индивидуального предпринимателя. А что будете делать? Ждать, сказали, ждем Москву, когда они проснутся и что-то скажут. Слухи подтвердились. 5 июля Центробанк отозвал лицензию у «Татты». Ранее было введено ограничение на счета клиентов по выдаче наличных. Единовременно некоторые вкладчики смогли снять только до 30 тысяч рублей. Однако в скором времени и эти деньги оказались недоступными для людей. Руководства нет. Рядовые сотрудники знают не больше клиентов. Единственная информация, которой делились клерки, директор в отъезде. Они все знают, но нам ничего не говорят, не хотят говорить. Так и запишите на общество. А почему не выдают деньги? Можно ответить? Мы не даем. А какая-нибудь официальная информация есть? Нет. Вообще нет? У нас нет информации. Напряжение растет, и у многих сдают нервы. Пропали годами накопленные средства. Деньги я вкладывала в банк «Татта». И сегодня вдруг нечаянно, вчера совершенно узнала, что денег нет пока. Все это под вопросом. Мне это очень неприятно. Однако больше всех пострадали представители малого и среднего бизнеса. Банк оказался довольно популярным среди предпринимателей. За 30 лет он обрел репутацию надежной, оперативной и выгодной коммерческой организации. Простое оформление счетов, быстрое проведение операций, вежливый персонал. Такие отзывы от клиентов. Я обслуживалась в банке «Татта» 20 лет. Никогда никаких проблем с банком не возникало. Все платежи проходили быстро. Никогда ничего не могу сказать. Вот сейчас обратилась в другой банк. Совершенно противоположно все. Не могли сломить веру в банк даже так называемые вбросы. Информация о скором разорении и банкротстве. Они не раз появлялись за эти годы. Но все оставалось только на уровне слухов. На этот раз не обошлось. Можно сказать, накаркали. Хотя настоящие причины краха намного приземленнее. После прокурорской проверки выяснилось, что банк осуществлял схемные операции и сделки. Таким образом, он искусственно поддерживал размер капитала. Это позволяло ему формально соблюдать нормы деятельности. Надо признать, что банк находился под ограничениями на прием вкладов физических лиц. При этом агентство по страхованию вклада и временная администрация выявила факты, когда в московском филиале осуществлялся прием во вклады денежных средств физических лиц. То есть руководство банка и собственники пошли на прямое нарушение ограничения Банка России. Не обошлось в этой истории без хищения денежных средств в особо крупном размере. Выводили деньги из кассы московского филиала банка. Сейчас речь идет о 4 миллиардах рублей. Уголовное дело возбудили. У предпринимателей свои догадки от теории заговора до предумышленного развала организации. За последние 3 года было закрыто 300 банков в Российской Федерации. Это несложно посчитать, по 2 банка в неделю закрывается. И все по одной и той же схеме. Примерно за 2-3 месяца до того, как произошел крах, меняется правление всего банка. То же самое произошло и в Якутске. В целом банк задолжал своим клиентам больше 6 миллиардов рублей. Это средства 20 тысяч вкладчиков. Из них 4 миллиарда компенсируют агентство по страхованию вкладов. Банками и агентами были выбраны коммерческий банк «Восточный» и Сбербанк. Для вкладчиков в городе Уяр Красноярского края и в Республике Крым выплаты производит РНКБ банк. Страховку начали получать в Якутии. Сбербанк выплатил клиентам «Татты» уже 375 миллионов рублей. Денежные средства получили 491 вкладчик. Прием заявлений и выдача компенсаций продолжается. Определены 12 отделений банков в Якутске и 1 филиал в поселке Итыкёльк Татинского улуса. В общей сложности выплаты получат 8 тысяч клиентов «Татты». Остальные оказались за бортом. В проигрыше юридические лица.
Конечно, урон для предпринимательства большой. Почему? Потому что, опять-таки, от 2 миллионов до 200 миллионов имелись на счетах наших индивидуальных, наших юридических лиц. И стоит вопрос просто в данный момент о спасении их бизнеса. Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью, некоммерческих организациях, объединениях и сообществах. Я думаю, закон сухой. Надо какой-то закон внести, чтобы юрлицы тоже не пострадали, какую-то часть, хотя бы там 4-5 миллионов тоже застраховать. Ну, вроде в 21 веке живем, и такое случилось, и мы в шоке на самом деле. Александр Намын, директор небольшой организации, из-за зависших в банке средств уже больше месяца не может выдать зарплаты сотрудникам. Да еще и сроки по налогам поджимают. Как не оказаться под санкциями ФНС? Этот вопрос один из ключевых на сегодняшний день. Конкретный вопрос, что делать с деньгами, которых нет, а налоги платить нужно? Есть какая-то отсрочка или еще что-нибудь? Или сейчас пойдут штрафы? В любом случае, пожалуйста, пишите обращение письменно каждому персонально. Налоговики все же пошли навстречу вкладчикам, взяли на себя обязательство не применять санкции в отношении плательщиков, у которых средства зависли по пути на счета ФНС. Отрабатываем с налоговыми органами, потому что, как известно, есть такая ситуация неприятная, когда у людей были сняты деньги со счетов в пользу налоговых платежей, и тем не менее до налоговой эти деньги не дошли. Есть полное понимание и взаимодействие с налоговой, и эти зависшие платежи, они будут взысканы в дальнейшем именно с банка. Налоги – это лишь одна статья расходов. Другие – аренда, затраты на материалы, заработные платы и еще не один пункт, по которому теперь многие не смогут расплатиться. Это серьезный удар по бизнес-сообществу, говорят в профильном министерстве. Из 49 тысяч предпринимателей Якутии счета в опальном банке имели 8 тысяч, а это каждый 5-й бизнесмен. Написаны письма в Министерство имущественных и земельных отношений, потому что многие предприниматели арендуют республиканское, муниципальное имущество. И сейчас понятно, что в связи с потерей финансовых средств людям тяжеловато оплачивать вовремя арендную плату, поэтому от МИЗО мы получили заверение, что ни пени, ни штрафа начисляться не будут, и разумная рассрочка будет предоставлена. Дом на Пекарского можно смело назвать долгостроем. Возводят его еще с нулевых. Надежда Симошкина вложилась в это строительство в 2008-м. Решили расшириться. В семье растет маленький ребенок. Сейчас сыну уже 13. Пора отдельную квартиру покупать, шутит Надежда. За все эти годы дольщики потеряли всякую надежду. Но в прошлом году Вера вновь вернулась к людям. Организовали свой строительный кооператив, собрали немалую сумму для доведения работ до конца. Получили поддержку от правительства. Открыли счет в банке Татта. Во-первых, у них открывался он быстро. Нам нужно было быстро открыть, потому что правительство должно было нам первый транш оплатить. Нам нужно было открыть быстро счет. Он легче в обслуживании. Я сама работаю и дополнительно занимаюсь домом. Поэтому мне было удобно. Я после 6 вечера приходила туда, а не до 8, и оплачивала все платежи там, что нужно было На счету оставалось чуть больше 1 000 000 рублей. Эти средства должны были пойти на последний штрих в возведении дома – подключение электричества. Работа снова стала. Деньги дольщиков вновь пропали в неизвестном направлении. Первые действия мы были в шоке вообще. Нас и так обманули, и тут второй раз получается еще и с банком так. До сих пор в таком шоковом состоянии. Надежды получить деньги вообще никаких процентов, по-моему, нету, потому что мы юрлицо. Придется снова собирать, говорит Надежда. А с каждым разом это все сложнее и сложнее. Но за шаг до победного конца останавливаться девушка не собирается. Рассчитывать незастрахованным вкладчикам на самом деле есть на что. В процессе банкротства с молотка уйдут все активы, все имущество банка. Его, по некоторой информации, могут оценить на сумму до 3 миллиардов рублей. Эти средства должны распределить между кредиторами, клиентами банка. То есть конкурсная масса будет формироваться. Добросовестность конкурсного управляющего мы не обсуждаем. Считаем, что он исходит из интересов и защиты этих кредиторов. К кредиторам относятся все, у кого на счетах было больше 1 400 000 рублей. И те клиенты, чьи вклады оказались незастрахованными. Однако, когда они смогут получить выплаты с торгов, вопрос остается открытым. Московский аппарат уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России советует строго следить за всеми процедурами. Если не поставить банк под контроль кредиторов, то тогда кредиторы вряд ли что-то получат. Поэтому сейчас практика складывается следующая. Те кредиторы, которые хотят
защищать свои права, они должны объединяться. Также опыт предыдущих процессов показывает, что на соблюдение всех процедур может уйти порядка миллиарда рублей. Таким образом, клиентам банка Тата придется еще не раз собираться вместе, чтобы добиться своих кровных.